апелляционной инстанции было установлено и отменено незаконное решение федерального судьи Семеновой от 5 мая 2012 по тем основаниям, что не все ответчики были извещены. Поэтому я заявляю ходатайство выяснить обстоятельства, почему Ксения Владимировна не присутствовала, ее ходатайство судом не извещено. Кроме этого, я, как было обязательство представить ксерокопии медицинских документов по Нине Юрьевне, передайте, пожалуйста, Владимир Тихонович, 2 документа и на обозрение суда карта вызова станции скорой медицинской помощи, которым устроено состояние обморока. Она от госпитализации отказалась, и справка скорой помощи, что диагноз необозначенное состояние, коллапс, обморок. То есть вы с ней каких-то действий по извещению не проводили, и ответчик не извещен. Поэтому я прошу судебное заседание отложить и проводить дальше судебное заседание с извещением лица, потому что закон не позволяет суду производить какие-либо действия по процессуальным. Так, вы просите приобщить копии? Вот эту справку тоже приобщаете? Это оригиналы, а с них сняты копии, уважаемый суд. Копии? Да. Вы просите приобщить копии? Да, конечно. Это мы в тот раз еще не выполнили требования суда. Мы извинились. Справку копии не сделали. А нет, это мы просто для обозрения, что на момент, когда с ней суд уже занимался и скорой помощи, она была в состоянии обморока. Она не была извещена на сегодняшний день. Что-то... Обозреть справку номер 245 от 27 марта 2014 года. Суд подозревает справку. Дана Поповой Ксения Владимировна, возраст 85 год рождения, адрес Максима Горького, 80, о том, что была вызвана бригада скорой медицинской помощи, о чем имеется запись в журнале регистрации приема вызова, номер 551, другие необозначенные состояния, коллапс, обморок по месту требования. Поэтому, уважаемый суд, я просил бы извещение произвести службы судебных приставов выездом домой. Мы ей передадим, чтобы она открыла дверь службе судебных приставов и потом обеспечить ее явку. Если она будет не в состоянии, значит, должен быть медицинский документ, а если она скажет, что доверит кому-то ее представлять, или, например, заявит письменное ходатайство, должно быть письменное рассмотрение дела и отсутствие, тогда суд вправе будет рассматривать. Так, прошу отложить судебное заседание. Но известите... Пожалуйста, ответчики. Я поддерживаю, потому что, уважаемый суд, вот я помню тот процесс, но до того момента, как Ксения дошла до двери, она начала падать, и на этом вызвали скорую помощь, и ведь судебный процесс не возобновлялся, определение никакое не зачитывалось, потому что если оно есть, то оно фиктивное, это определение суда, но не зачитывалось оно. Не возобновлялся судебный процесс, поэтому я... Вопрос не об этом сейчас, уважаемый суд. Нужно обеспечить... Так, ответчица. Поддерживаете ходатайство? Да, поддерживаю. Суд определяет в удовлетворении ходатайства об отложении дела в связи с неизвещением Поповой Ксении Владимировны отказать в связи с тем, что Попова Ксения Владимировна на сегодняшний день извещена в отделении судебного заседания. Сведения об уважительности причины неявки не представлено. Ходатайство о повторном рассмотрении ходатайства Ксении Владимировны о переходе по правилам суда первой инстанции также отказать, поскольку данное ходатайство было рассмотрено в судебном заседании, вынесено определение. Это определение оглашено до обморока Ксении Владимировны. Значит, уважаемый суд, я заявляю отвод на недоверие федеральному судье Савченковой, поскольку она функционирует в суде по этому производству официально, в интересах защищает мирового судью Пестрякова, который совершил преступление в отношении гражданки Российской Федерации Поповой Нины Юрьевны, в результате чего она оказалась в недлительном больничном режиме и сейчас уже на стадии определения инвалидности. Значит, второе. Заинтересованы судьи в том, получать заработную плату
за счет того, чтобы не отменить незаконное решение, а проверить основательно судом апелляционной инстанции, что все акты, которые являются основанием для получения жилищно-коммунальных услуг, являются подложными, поскольку, например, характеристика идет. Выполнены слесарные сантехнические работы. Ежемесячно пишутся в актах выполненные работы и приемки. То есть подложные документы. Раз. Мировой судья эти факты отказался. Второе. Значит, данным домом управляет сразу две управляющие компании. Сейчас находятся материалы в прокуратуре Ленинского района. Я думаю, будет правильное решение принято. Третье было основание, что известно федеральному судье Савченковой, что акты, которые подписывались и которые были внесены мировым судьей Пестряковым в анализ исследования суда, были подписаны неуполномоченным человеком, выполняющим миссию от уполномоченного по дому, которая не избиралась при избрании управляющей компании. И я думаю, что и четвертое, значит, я на видеокамеру говорю, что федеральный судья совершила правонарушение, когда я зачитал заявление Поповой Ксении Владимировны, она стала комментировать, ей стало плохо, и судья не могла никак уйти и вынести определение. Еще свое мнение окончательное Попова Ксения Владимировна не высказала и в обморочном состоянии. И притом было нам недоверие высказано с Владимиром Тихоновичем, что мы обманем тут, а потом в конце было то, что это придумывает все Мухаммедшин и Максима. Поэтому дело недоверия, а в конкретном злоупотреблении федеральным судьей. Делается это из-за того, чтобы быть судьей. Это коррумпированные отношения с администрацией города Ижевска. Поскольку мотивом вынесения решения о взыскании денег мировым судьей явился ответ Николая Николаевича Буторина, начальника управления жилья, что наличествует ордер, и ордер является договором социального найма. Это было исследовано, и суд это признает, поскольку не берет по первой инстанции, не отменяет незаконное решение мирового судьи от 13 августа 2012 года. Потом в Ленинском суде с 2012 года производится волокита по этому делу. Я считаю, что любое исполнение федерального судьи за заработную плату против прав и свобод гражданина, а здесь нарушается прежде всего права государства, о чем говорит президент Российской Федерации, а судья Савченкова назначена указом президента, я считаю, это есть продолжение вот этой миссии на сегодняшний день. Это форма взятки. Это коррупция, это форма взятки. Ее отношение к суду, прежде всего, незаконное определение без суда, без участников лиц, при незавершении еще мотивов и доводов Ксении Владимировны по своему ходатайству, идут вынесенные определения. Это преступление. Я считаю, это есть содержание формы взятки. Это коррупция. То есть коррупционно зависимый федеральный судья, я поэтому отвечаю за все действия. Какой судья? Уточните, пожалуйста. Судья Савченкова находится в коррупционной зависимости в отношениях с администрацией и с управляющей компанией, и вместе с мировым судьей. И форма взятки идет заработная плата. В уголовном законодательстве прямо сказано, что форма. И кроме того, федеральный судья нарушает мои права и права ответчиков в том, что приводит службу судебных приставов, а мы ничего противоправного не делаем. Нас просто федеральный судья запугивает. Запугивает других людей, запугивает ответчика, чтобы мы в суд не ходили. Тоже это противоправное деяние.
Причем здесь судебные приставы? Мы заходим, показываем все. При нас нет никакого оружия, мы приходим, мирные люди. Вдруг против нас вызывает службу судебных приставов. Хотя бы один пришел, так еще двое рядом. Ну что ж, надевайте наручники, все будет нормально. Поэтому я говорю не об отводе недоверия, а о том, что федеральный судья конкретно коррупционно зависимый за получение денежных средств, назначенных президентом, действует против Российской Федерации и против граждан по коррупционной схеме. И совершила преступление, вынесла определение в отсутствии сторон. При незавершенном ходатайстве оно еще было не закончено Ксенией Владимировной. Поэтому я и говорил, уважаемый суд и все участники, то есть ответчик Нина Юрьевна, Владимир Тихонович, что нужно вызвать Ксению, и она пусть сама скажет здесь. И вдруг в ее отсутствии суд действует как это так? Она в обмороке. Все? Поддерживаете ходатайство? Я поддерживаю, тем более я не видел это определение, его не оглашали, и у нас на руках нет этого определения. Существует оно, не существует, я в данный момент не знаю. Так оно не может быть. Оно не может существовать. А если судья говорит о том, что оно есть, Понятно, я поняла ваши доводы. то- Пожалуйста, ответчик, поддерживаете? Да, конечно, поддерживаем. Вы тоже считаете, что определение не оглашалось, ничего не слышали? Так если этого не было, только начали, произошло такое. Повторяется следующая тема. Я вообще в шоке. а если нам на руки вот сейчас мы его точно доведем до президента страны, Нет, я вообще конечно. Это кошмар какой-то. Нет, Я в шоке. нет, Это что нет, происходит? Ксения Владимировна. Я не была, но я в шоке, что происходит. Я хочу просто протокол Уважаемый сотрудник службы судебных приставов, вам еще не давал указания судья, Вам, ваше и вы не вмешиваетесь. Я жалобу на вас напишу, понятно? А Да? это вот не Вы сами его просите, значит у вас договоренность уже судья. Действует против нас. Смотри, напрашивается на протокол. Да. Я официально заявил, мы видеосъемку, если она коррумпирована и за взятку работает здесь. Мало что она жена. Вот сейчас дайте нам это определение, да? Мы его доведем до президента страны. Как так? Но вчера вы приходили ко мне, почему определение попросили? Оно же было. Так и он и не вынесено было. Вы А что вы говорите, говорите? о чем вы говорите? Я Нет, просто вы-то записывала. давно работали в Октябрьском суде. Она же нагло. Она же нагло. Его я поддерживаю. Представляете, у вас еще будут дети, они есть. За братьев. Жить как-то может Молодой человек, уважаемый судебный пристав, вы почему? Мне-то какие претензии? Нет, почему Вам вы нет? приходите сейчас вот Нет, нет, Не-не-не. нет. Нина Юрьевна, у Нина меня есть Юрьевна. претензия. Почему он подходит и Да. выясняет обстоятельства по коррупционности? Вот мы вам видеосъемку Да. дадим и составляйте просил, протокол. чтобы Я лишь сказал о том, что фиксировали все ваши слова. Так видеосъемка Видеосъемка производится. там, что записывает? Это не Вот ваше вы дело, снимаете, это правильно? Ну, а кто? Не наши А будем составлять? Какая разница? Мы составим Мы вам представим ее, если надо, на все да? действия. Пусть сами Мы составляем ищут акт сейчас. исправление, значит. В общем, о действии судебного пристава Мы составьте. составляем акт. Он не имеет права вообще связываться с судом и требовать что-то от него. Он стоит, должен стоять. Он не участник судебного производства, вот он перестал и все. Еще неизвестно, на законных ли основаниях он вообще здесь стоит, вот сейчас. Нет, судья Уважаемый, вызвал. Нет, Я здесь нахожусь на законных основаниях. Я должностное лицо. Был вызван. Вы знаете что? То, что мы, Судебное заседание. уважаемый судебный пристав, то, что мы добиваемся, чтобы жилищно-коммунальные услуги были по норме человека, это касается вас. Мы и вас защищаем. Вот от таких, как вот судья Савченкова. Не надо ничего, составляйте акт на судебного пристава, чтобы дальше не лез куда не положено. Бумага есть у нас? Или после заседания составим? Да лучше сейчас. А у бумага
Просто просто ведь сейчас Нет, она секретарь говорит, почему вчера не получили? Если бы оно было, так она бы вчера уже сказала. Если бы... Нет, знаете что, приставы Нет, да, вот как бы сейчас, потому что не дали много Ильич, воли. а как она так может заявлять? Почему это вы не пришли, не получили? Это ваша обязанность узнавать. Ладно, я разъясню порядок, да? Вот пусть судья выписал, слушай. Вот, Нина Юрьевна, судья Савченкова не имела права начинать судебный процесс, потому что нет ответчика по делу. Она не выяснила, почему его нет. И все ее действия сейчас незаконные. И привлечение судебного пристава тоже незаконное. Я про нее не вину, они преступники. А вот она полностью виновна. Она не имела права начать судебный процесс и вызывать судебный Я пристав. единственное ему замечание сделал, почему он сунулся в то, что начал говорить, а, ты там, это, 5-10. И вот сейчас Саша все если зафиксировано. мы плохо будем Мы сейчас оставляем никогда не Все, давайте Все, успокаиваемся. тише, Тихо, тише. тихо. Мы Ладно, отстаньте, пусть он ни в чем не виноват. Он не виноват, Ни в чем не конечно. при чем. Его пригласили. Пусть воспитание прошел и больше так не поступает. Нет, но на видео это записано, голос-то во всяком случае. Не надо, ребят. На основании чего судья его... Нет, Володя, я конкретно сказал, уважаемый суд, нужно отложить, поскольку Ксении нет. Конечно. Вот есть определение Верховного суда, оно вдруг так был рах и вызывает своего судебных приставов. А что на нас сталкивались с ними? Это нормально, ребята? Мы зашли и вышли отсюда. Ну, ребятки-то вообще, конечно, я ну как, работать... На тебе отдам-ка вот это определение. Имей всегда при себе. Верховный суд решил такие дела. Ну, вот все это написано. Как видно из материала, данное дело рассмотрено судом первой инстанции судьей Семеновой незаконно, поскольку Соболянова во время места указанного судебного заседания в деле отсутствует. Из изложенного следует, что ответчики были лишены гарантированно статьей 46 Конституции Российской Федерации права на доступ к правосудию, что является существенным нарушением норм конституционного права и безусловно основанием для отмены решения суда. Все. А Саша тогда он видеосъемку производил. В соседнем кабинете было от этих, вот, когда судебный пристав идешь, второй кабинет, тогда здесь была апелляционная станция. А в службе судебных приставов ребята не привязывают, если они не виноваты? Нет, конечно, не привязан. Зашли и ушли, что? Какой порядок сейчас в государстве? Они же не могут где-то отказать, они же на работе. Все вот это надо приобщить сейчас, приобщить. Зачем? Не надо, она все это знает. Тем более, значит, снова подготовим жалобу сейчас в квалификационную коллегию. И, конечно, коллеги. Пусть принимает решение. Ксения должна прийти в суд. Да. Ладно, это вам. Они как говорят? Нина Юрьевна, ты скажи. Я не имею права Я говорить суд. я на законных основаниях попросил суд известить через службу судебных приставов. Я позвоню или... Давайте мне тогда. А вы видели, как сидела секретарь, ухмылялась, когда вы это стали заявлять? Я смотрела на ее лицо. Там у нее А на такое что было. судья-то основывается? Она говорит, что извещена Ксения. Чем? Я не знаю, она В заявила. обморочном состоянии? Нет, я как бы сейчас извините. Слушай, медицинские документы у тебя? Да. По обмороку. Ну, там копия-то... Нет. А, так это? Да. Смотри. Вот они. Ну вот сверху. Ну, сверху справочка, а другой-то еще же есть. Это где? Второй. Второй-то. Ну, сейчас второй тут будет. Что она ее включала? Судья-то заявляет, что Ксения извещена в сегодняшнем суде. Чем извещена? Ну, она так руководствуется, не знаю, чем она руководствуется. Докажи. Документа никакого нет. Никакого не знаю. Она должна была подписать. Воробей, что ли, прилетел? Она попросила, чтобы подписывали такой-то, когда-то вручена. А где ну, Она должна там быть. Это извещена. да. Она написала, Какой вид документа знаю, сейчас что-то должно быть. Так, короче, беспредел. Это последнее ваше исследование. На какие же чьи слова? Что-то я не понял. формы это не делает. Письменный ребенок какой-то. Конечно. Слово деньги еще. Где? А, это ксерокопия.
Я же смотрю на заметки в процессе. Тогда дали, что ли, такую хорошую, мне же надо было. Нет, я отдал оригинал для обозрения. Значит, у ней находится. Значит, не говорили нам. А значит, мы с вами не отдали А оригинал. Может быть, у меня сейчас. Почему уж не отдали? Нет, я просто посмотрю. Ладно. Ага. Копию надо было отдать, а мы отдали. Зачем? Вы не сказали, что у вас копии. Так. Один прибил, второй Нет. спросила, У меня нет. следовал, Ребят. приношу удостоверение, не показал. Значит, все удостоверение. Ну, пока не ушли из суда, давайте смотрите, что, чтобы я виноватый не был. Вот у меня документы судебные. Значит, у федерального судьи такое. Я же для обозрения отдал. У нее нет. Вот эти вот документы сейчас вернули. Но это оригинал. А те не вернули. Вот справка, да, вот та копия есть. Потом она спрашивала, вот как справка есть, и вот копия, значит поменять надо просто, вот, это копии. Копии. Да, а вот Ну, тогда сдай. Мне сейчас придет, Да. а оригинал Со справки не снято, а карта вызова станции скорой помощи есть. их поменять, да? Ну, поменять надо. Оригиналы, чтобы у нас были, а это все копии. А суд доверит копии. А не знаю, почему такие копии документов подготовлены. Сказала бы, так я бы все переснял нормально по президенту. Сейчас же все рассвет. Это где делают? Вот это подвели. А вот эти вот попроси оригиналы. Я вот сюда еще что-то сложил. Сейчас посмотрим. Может быть, придется Мухаммедшину извиняться. Справка там? Нету у меня. Нет, да, мы по оригинальному справку. Оригинальный, да? Вот не видно. Оригинальная, а вот вот. Вот такие дела, Саш. Суды больше ходить без видеосъемки нельзя. Нам зарублено. Мы сейчас уже засветились окончательно. Как бы сейчас еще против нас что-нибудь. А что против нас? Не волнуйтесь. Против нас. Вам кроме медали ничего не будет. Нет. Ладно, против судебного пристава ничего делать не буду, не надо дергать. Ну как себя поведут? Дальнейшее. Так. Инженерка. Ничего, у меня, ребята, ничего нет. Сейчас мы разговаривали с банком. Я себе говорю, по-русски не разговаривать, давайте, я говорю, давай по-английски, начал по-английски разговаривать. Что за какой банк? А? Какой? Мистробанк. Ну, я начал по-английски разговаривать. Она говорит, а кто вы такой? Я говорю, how do you do? Он такой. Ну, я поздоровался. Слышу, ответа нет, значит, она... Ну, не Образование дубль. Да, ты ему трубку давай, он по-монгольски будет. Ой, слушайте, начинается. Нет, подожди, Володя, надо что-то делать. Вот Ксения Владимировна официально не извещена. Вот. Сейчас этот вопрос еще раз поставим. Уважаемый суд, Конкретно где? официально не извещена. Ну, суд же Да утверждает, вот что здесь. я это нормально веду. Пусть тогда судебным приставам передаст, Нина Юрьевна. Да. Она откроет Вы дверь, знакомитесь? получит, распишется дату, и тогда решим вопрос. Либо она пишет заявление без ее участия, либо она захочет сама. Но сейчас желательно, чтобы она приехала и сама пояснила суду, что она не закончила. И когда она успела-то? Когда мы же, она только еще процесс проходил, и с ней такое произошло. Непредвиденно. А сегодня судья объявляет, что вынесен. Это вообще кошмар. Я такого не видел. Мы же без нее думали, что мы до конца достоим, как бы доведем до ума.
А ее, Судья она говорит, не официально, смогла, что там оповещали ее. Нет, что Она вынесено заявила определение. Что определение было уже. Ну вот, может быть, у нее документ какой-то есть. Вы спросите Вот его. сейчас Может быть, определение. какой-то письменный Так документ. не может быть Почему никакого. голословно, просто в устной форме такие вещи не То, что делают. она Уже оповещала. сказано, пусть она Было скажет, бы уже что показали бы. Покажет ну, какой-то письменный документ. просто она как бы человек... Вот подождите, успокойтесь. Сейчас было определение, да? Зачитано нам. Я попросил, дайте, не дали. Опять не дали. Не дали. Сейчас вот определение не дали. Первое, между прочим, которое- по отводу за тот процесс еще Да. нам не выдали. Не дали, не сейчас. Да. Вот. И тогда тоже не было, потому что не дали нам на руки никакого определения. Если бы оно было, его бы дали. Вот сейчас зачитала, его не дали. Вы знаете, что я скажу? Вот в Уфе, да, Секретарь сказал, в Уфе, значит, вчера там почему за делают. ним не Вот пришли. За ним. Приходит То, что 60-70 человек в Уфе, да? 60. Ну, Уфа есть, ну, башкиры же. Вот. Приходят, и служба судебного пристава говорит, все, мы уже готовим зал. А я говорю, судебный пристав сколько? Ни одного. Нормально все, уже изучены люди. А здесь-то зачем судебного пристава держат? Не знаю. Дело-то в том, что только для нас, мне кажется, в любом, где бы мы ни были, везде нам только приглашают. А других-то не... Знаете, для чего держат Уважает. судебных приставов? В качестве цепных псов на вас, на нас с вами, на граждан. Ну так ведь? Так вот. Да. Вот и все. Для демонстрации, чтобы население не ходило в суды. Да, запугивание. Вот и все. Для Запугивание. демонстрации, да, запугивание. Они цепные псы, они исполняют свою роль цепных псов. Нет, я спросила, как бы, да, Конечно. Определение, наверное, скотыни. вот я объясняю, да, что столкнуло, что подвергнуло мою дочку. Нет, Володя, что бы ни было, здоровья. меня интересует один вопрос. Процесс возможен с участием ответчика. Конечно. Она в тот раз участвовала, она была официально извещена, она официально пришла, она заявила письменное ходатайство, поручила мне, я зачитал, она его комментировала, с ней обморок, а вдруг Она объявляется, пошла до двери, Да. за ручку только и вдруг взялась и объявляется, что стала вынесено садиться, определение. падать. Извини меня. Она хоть что головой не сутнула, я все-таки Ну, испугалась. сегодня еще, сегодня вот это самое, вот у Надежды, да, проверили, врач говорит, так, самое, документы смотрят, так, говорит, у нас ведь говорит, процесс-то не закончен, там, говорит, вот все, потому Нет, что конечно. процесс не закончен, с человеком случился обморок, все, и даже она говорит, вот ходатайство у нас не зачитала, значит, сегодня, говорит, он такой еще, говорит, наивный, у нас, говорит, сегодня будет продолжение, где-то. Ага. Она тут В говорит, принципе, что... просто суд надо было остановить, мне кажется. Какой суд остановил? В прошлый раз. Да суд остановился, скорая помощь приехала. Он даже не завершился. Полчаса Я сама скорая помощь вызвала занимала. скорую А ты помощь. вообще не можешь. А? Я без никаких определений. Не было никаких определений. Судья сама вызвала, сама звонила в Суд скорую начнется помощь. нормально работать. Приносили, значит, эти капли Корвалол, да. корвалол. Да, кто-то из судебных приставов, вот, Нет, А вот этот судебный тот пристав человек, который был принес, второй. я капал сам 10 капель Да. в этот в стакан с ты водой. еще я скорая капал. помощь говорил, 10 капель дали, да? Да. Какие определения там, ребята, вы что? Кому там читать-то? Человеку, который вообще не, в смысле, в этом состоянии Так не Нина стоит. Юрьевна, как мать, тоже, наверное, куда-то бегала. Конечно, Как- тут я растерялась вообще даже. Нет, ну если в это время она успевала, может, там что-то зачитывать, извините меня, тогда как это так? Нет, нет. Нет, там даже в коридоре ее положили на скамейку. Потом, значит, когда скорая приехала, Вот в Ленинском сначала ко мне на было- скамейке, Ну, да ладно, а я... потом завели. Когда будем как в Уфе ходить по 80, по 100 Да, человек, Да, тогда суды будут нормально работать. правильно. Значит, надо набирать, А кто мешает? Приглашайте. значит, надо как-то это, ну, кто, есть, например, такие люди заинтересованные просто где-то как-то это, Заинтересованные люди есть, это вы. заинтересованные. Да, кто? Судья, что ли, будет набирать? Что, почему бы нет? Судья, секретарем. Ой. Ой, Давать объявление, да? ну нет, ну как вот это же. Нет, она, в общем, вынуждена отдыхает, а мы все судьи. Ладно, не беспокойся, ты через сколько будешь там? Там, у себя в офисе. Встал.
Ну, состояние такое, что устала, мы ей приказали, ложись на диван и все, приведи себя в порядок. Конечно. Ладно, все нормально, ладно, если что, так перезвоним, ладно? Она тебе перезвонит. Давай пока. Когда придешь до Нади, пусть Татьяне Каретин перезвонит. Я-то уйду. Мне надо по банкам дать документы. Ну, я буду допечатывать. Чей? Ну, которые на офисе отвечают на пушку. Стоит, да, такой вообще спокойный. Ты Ты заинтересована, Нина Юрьевна. 8. Ну, что он другой скажет? 912. Саша. 0. Их тогда честно терпелось. 21, 55. Сколько нас, если каждый позвонит. Алло, добрый день. Это Динара? Вот объявление есть по... Оглашается определение 4 апреля 2014 года. Судья Ленинского районного суда города Ижевска Савченко, рассмотрев заявление Попова, представителя ответчика Попова Мухаммедшина Максимова об отводе председательствующему судье Савченко, установил. В судебном заседании ответчицы Поповой представителями ответчика Попова Мухаммедшина Максимовым заявлен отвод председательствующему судье. Представитель ответчика Мухаммедшина заявил ходатайство об отводе председательствующему судье в связи с тем, что судья незаконно отказал в рассмотрении ходатайства Поповой о переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции, заявлено в судебном заседании 30 марта 2014 года. Ответчик не смогла до конца огласить данное ходатайство и стало плохо, вызвали скорую помощь. Вынесено определение судьи об отказе в удовлетворении данного ходатайства без участия сторон, без возобновления судебного процесса является незаконным, свидетельствует о заинтересованности судьи, в связи с чем содействие судьи незаконное, судья коррумпированно получает взятку в виде заработной платы. Ответчица Попова, представитель ответчика Максимов поддержали заявленное ходатайство об отводе. Представитель суда в судебное заседание не явился, решен судом о дате месте судебного заседания. Суд, выслушав доводы ходатайства, мнение лиц, участвующих в деле, не усматривает оснований для его удовлетворения, поскольку отсутствует оснований для отвода судьи, предусмотренное ГПК. Мотивы, приведенные в качестве оснований для судьи, не свидетельствуют о личной прямой или косвенной заинтересованности судьи при рассмотрении данной апелляционной жалобы. Доводы представителя ответчика являются необоснованными. В судебном заседании 30 марта 2014 года ходатайство Поповой было полностью оглашено. Суд, выслушав мнение участников процесса, удалился в совещательную комнату. Определение об отказе в удовлетворении ходатайства вынесено 30 марта 2014 года в совещательной комнате и оглашено участникам процесса в полном объеме в судебном заседании. Указанное обстоятельство подтверждается протоколом судебного заседания 30 марта 2014 года. Действительных обстоятельств, которые могут повлиять на независимость, объективность и беспристрастность судьи не установлено. При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения ходатайства заявителя об отводе судьи не имеется. Руководствуясь статьями 20, 224, 225 ГПК РФ, судья определил заявление ответчицы Поповой, представителя ответчика Мухаммедшина Максимова об отводе председательствующему судье Савченковой оставить без удовлетворения. Присаживайтесь. Можно вопрос? Значит, у нас нет ни одного определения, еще не выдано ни с первого, ни с второго, ни с третьего. Значит, Присаживайтесь, я сказала, присаживайтесь. Пересудите, пожалуйста, мне нужно как Все определения уже выдадут вам по вашему ходатайству. у меня ходатайство есть. Раскрутите, пожалуйста. У вас Так, оригинал. по порядку. Вы просите что, заменить? Что Вы посмотрите, мне кажется, у вас оригинал попал, я вот вам копию даю. Оригиналы скорой помощи у суда. Да, мне это очень надо. Копия верна. Копии. Копию, да? Оригинал вам не попал? Продолжается судебное заседание. Слушаю ходатайство. Жанна, вот я вам передал. Вот давайте мои документы тогда смотрите. Документы со скорой помощи. Вот смотрите, если у меня, значит у меня. Если не у меня, значит. У меня ходатайство. Так минуточку, давайте выясним, где документы. С меня же спросит Нина Юрьевна. Вы что, ребята? Вы это выясните не в судебном заседании. Нет, уважаемый суд, Мы я сейчас вам передал я для... сделаю вам замечание. У нас ведется процесс.
то, что вы мне передали копии, они будут приобщаться к материалам Уважаемый дела. суд, То я есть заявляю даже- ходатайство о том, что я передал для обозрения медицинские документы по вопросу вызова и установления диагноза, оригиналы. Оригиналы все были вам возвращены. Вот, Два. вот У сейчас суда имеется только копии. мы вам копии по скорой помощи не выдавали. Мы оригиналы выдали справки. Вот пусть смотрят сейчас. Какие оригиналы справки? Ну, вот такой. Вот у меня вот это все, что есть. Вот это и есть. Копия. Это не копия. Вот это Копия оригинал. верна. Какой Вот, это оригинал? вот этого. Написано, копия Ну, всё. верна. Мы просим ее вернуть. Вот копия. Это не оригинал. Еще раз обращаю ваше внимание. Это копия. Но с заверенной печатью. Нет, вот это мне как раз и выдали там с печатью, да? Мы уверены, заявите ходатайство о замене документов. Да. А вот это, вот, да, Что вот, да? вот это я вам, вот эти копии я вам даю, а вот это не Вы верну. просите выдать приобщенное ранее вами что? Какие документы? Уважаемый суд. Перечисляйте, какие Карту, документы. карта вызова. Просите, пожалуйста, я заявил ходатайство на видеосъемку суду, что я передаю для обозрения вот эти документы. И о том, чтобы приобщить, я заявил ходатайство вот по кардиологии и по госпитализации. А о приобщении вот этих документов я не заявлял. Мы сейчас заявляем ходатайство о замене документов вот, на ксерокопии. Есть они? Нет, Владимир Тихонович? По скорой помощи. Вот он есть. Чтобы заверенные копии были у нас документы. А это вот пусть суд примет. Вот такое ходатайство. Бесспорно. Простое пункт. Передайте. Мы только заявляем ходатайство о приобщении этих документов. А те вернуть. Вы просите вернуть. Да. Мне нужно получить его и мне передайте. Так, представлена карта вызова станции скорой медицинской помощи города Ижевска. Вызов номер 551. Представлена стороной ответчиков заверенная копия карты вызова станции скорой медицинской помощи. Это нам нужно. Я не возражаю, сейчас посмотрю, в ответствии. Возвращается копия документов. Приобщается карта вызова станции скорой медицинской помощи номер 551. Отказ от медицинского вмешательства, госпитализация 20 марта 2014 года. Справка номер 245 копии от 20 марта 2014 года. Дайте-ка мне справку о скорой помощи. Все ходатайства? Нет, уважаемый суд, я заявляю ходатайство об обязательном участии ответчика Поповой Ксении Владимировны по следующим основаниям. По следующим юридическим основаниям. Значит, в момент заявления ходатайства в требованиях, которые я раньше уже оглашал, и который начала комментировать сама ответчица Ксения Владимировна Попова, с ней случился обморок. Каких-либо действий суд после этого не совершал, но в коридоре, когда находились, Ксению Владимировну было неудобно держать в коридоре, поместили на стол в кабинет судьи. И вот я лично, не знаю, Владимир Тихонович, Нина Юрьевна, я за них не отвечаю, я не видел, чтобы каким-то образом Ксения Владимировна, мы с ней вместе ушли, каким-то образом судом была извещена. Сейчас суд объявляет, что она была извещена. Но
Как может быть суд извещал когда? Может быть, Ксения Владимировна потом приходила в суд? Но я полагаю и считаю, что диагнозом не обозначено состояние коллапс, обморок. Если Ксения Владимировна, суд ее обязал подписать, то это незаконные действия судьи. Состояние, тяжелого состояния. Тогда было так. Значит, когда диагноз был первый поставлен, потому что у нее сердце прыгало так, что невозможно было определить, или ее госпитализируют, поэтому ей было предложено срочно ехать в кардиологию. Она отказалась, акт составлен. И в этом состоянии, конечно, никаких процессуальных действий суд не мог делать. Тогда я тем более хочу сейчас, чтобы это были обстоятельства выяснены, мы стороны по делу, я прошу обеспечить через службу судебного пристава явку Ксении Владимировны в суд. Она не признана недееспособной, она дееспособная гражданка Российской Федерации. Ее участие обязательно. Пусть она сама вот все суды пояснит, когда она была извещена. Я знаю официально, что она не была извещена. И состояние обморока, в таком состоянии суд не вправе был совершать какие-то действия, я думаю, не совершал. Видимо, после этого Ксения Владимировна появлялась, но я об этом не знаю. Поэтому я прошу обеспечить явку ответчика, она обязана участвовать в деле. Она еще не давала объяснений суду. Поддерживается ходатайство? Я поддерживаю. Все поддерживают. Суд определяет отказать в удовлетворении данного ходатайства. Ответчица Ксения Владимировна Попова извещена на сегодняшний день. Оснований для отложения не имеется, и вызову ее в суд. Тогда я, Судебных приставов. уважаемый суд, заявляю ходатайство об ознакомлении извещения с извещением. Мы должны сейчас знать точно, тем более здесь находится в зале судебного заседания мама, она должна знать, когда суд известил. Извещение имеется в материалах дела, при необходимости вы можете с ними ознакомиться. Я сейчас хочу Разъясняется, что ознакомиться. знакомиться с материалами дела. Я делаю вам замечание повторное за то, что вы прерываете председательствующего судью. Вам разъясняется, что вы вправе заявить ходатайство в ознакомлении с делом путем написания письменного ходатайства и подачи его в канцелярию суда. Ты даже решите, пожалуйста, Тем более, перерыв 10 минут. не прерывайте меня, пожалуйста. Еще одно замечание вам делаю. У вас было время для ознакомления с материалами дела с момента прошлого судебного заседания. Ваше ходатайство отклонено. Еще ходатайство имеется? Значит, Нина Юрьевна, я заявление делаю суду. Я не могу больше участвовать под председательством судьи Савченковой, потому что я сейчас установил лично, что федеральный судья Савченкова дважды совершила противоправные деяния, которые караются в отношении судьи. Санкции есть в уголовном порядке. И я не могу Я вас участвовать. прерываю, пожалуйста, или ходатайство заявляете, или вы хотите удалиться, пожалуйста. Нет, может не об вам этом сказать. дело, не об этом дело. Я прошу судебное заседание отложить и материалы передать председателю суда, потому что при заявлениях о том, что вы в форме взятки получаете зарплату за коррупционные отношения и не даете этому оценку, я не понимаю вас, федеральный судья. Суд определяет отказать в удовлетворении данного ходатайства в связи с его необоснованностью. Пожалуйста. Уважаемый суд, я заявляю ходатайство о направлении меня на полиграф или на детектор лжи на предмет того, было ли оглашено определение судьей Савченковой в отношении ходатайства Поповой Ксении Владимировны. Кому ходатайство заявляете? Суду. Суду, направьте на Отклоняет полиграф. указанное ходатайство. Тогда, уважаемый суд, у меня... Еще ходатайство, пожалуйста. Нет, у меня сейчас ходатайство о недоверии суду, потому что суд пытается сокрыть вот это преступление, не направив меня на полиграф. Значит, судья оберегает свои действия, незаконные действия, совершенные в судебном процессе. Я на основании этого не доверяю суду по статье 16
КПК Российской Федерации, ссылаясь на иные обстоятельства. Я не говорю о том, что вы являетесь родственником или свойственником кого-то из участников процесса, а я напрямую заявляю о том, что вы, защищая себя от моих показаний на полиграфе, вы себя оберегаете. Свое дальнейшее пребывание в мантии судьи. Это можно расценивать как ходатайство об отводе. Да, как об отводе, раз мне, я на полиграфе или я лгу, или значит было, или не было, вот такое Еще отводы определение. имеются суду и секретарю. Уважаемый суд, я делаю заявление в судном присутствии на видеостенах у всех. Значит, я прошу в связи с моим заявлением, что судья находится в коррупционных отношениях, и по этим отношениям с администрацией управляющей компании должностными лицами находятся в коррупционных отношениях, получают заработные платы, прошу материалы гражданского дела направить прокурору Ленинского района для решения вопроса возбуждения уголовного дела в отношении, по факту, в отношении меня. И одновременно, чтобы было проведено исследование на полиграфе, чтобы на полиграфе было исследование Ксении Владимировны, чтобы была исследована на полиграфе Нина Юрьевна, и я не помню, кто еще был. Владимир Тихонович. Я заявился. Вот, о том, что оглашалось, не оглашалось определение. Мы говорим, что совершено... Это ходатайство, в удовлетворении данного ходатайства вам отказано. Вы вправе самостоятельно подавать любые заявления. Тогда Ходатайство имеется? я прошу разрешения обратиться. Нина Юрьевна, как вы считаете, мы дальше будем Замечание участвовать? вам делаю. Пожалуйста, соблюдайте порядок в судебном заседании. Заявлено ходатайство об отводе, суд удаляется в совещательную комнату. Вы поддерживаете отвод? Тогда, конечно. Пошлите, идем. Встать, суд идет. Так, уважаемый секретарь, а вот там 30 число было ведь, да? 30 вы нам не выдали, там 2, по-моему, определения было по отводу. Ни одного у нас нет. У нас нет. Запишите себе, пожалуйста, и просим выдать. Вот все определения, которые вы... И сегодняшние все. Да, и Вот по 30 Ну, подойдите после процесса ко мне, я вам сразу выдам. Да? Хорошо. Вы вчера ко мне подходили, что не напомнили, я вам выдал? Какое? А, судья объявляла, что выдадим, вы ведь должны работать. Мы за это здесь зарплату не получаем. Все граждане должны делать. Определение дать вам надо, самим мне. Так вы обязаны выдать. А ваш Я обязан ответчиком. Приехали. Ну, я ответчику не выдали. Деньги получать, ничего бы не Это делали. что, компетентность? Это вообще... И ответчику не выдали, не то что представители. Легко. Будет хорошо. Спасибо. Давайте. Спасибо большое вам. Ладно, давайте. Тогда ВКонтакте. До свидания. Ага. До свидания. Ну что, давайте коллектив решаем. Сейчас. Что решать? Посмотрим, какие, все почитаем определения, какие. Пусть выдадут. Пусть выдадут определения. Ведь то, что А потом- оглашено... Нет, а она потом- же дальше суд сейчас пойдет. Да и уйдем все еще. Тогда есть... Оглашается определение судьи 2014 года. Судья Ленинского районного суда города Ижевска Савченко, рассмотрев заявление Поповой, представителя ответчика Павла Мухаммеджина Максимова, представителя судьи Савченковой, установил в судебном заседании представителям ответчика Поповой Максимова заявлено под председательствующим судьей Савченковой. В качестве основания для отвода Максимову указано, что он не доверяет судье, поскольку судья отказал в удовлетворении его ходатайства о направлении его на расследование с помощью инспектора лжи полиграфа. Ответчик Попова, ее представитель Мухаммедшин, поддержал заявленное ходатайство. Суд, выслушав доводы ходатайства, мнение лиц, участвующих в деле, не усматривает оснований для его удовлетворения, поскольку отсутствует оснований для отвода судьи, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. Мотивы, приведенные в качестве основания для отвода судьи, не свидетельствуют о личной, прямой или косвенной заинтересованности судьи
при рассмотрении данной апелляционной жалобы. Обстоятельств, вызывающих сомнения в объективности и беспристрастности судьи, не приведено. Действительных обстоятельств, которые могли бы повлиять на независимость, объективность и беспристрастность судьи, не установлено. При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения ходатайства заявителя об отводе судьи, а также оснований для самоотвода не имеется. Руководствуясь статьями 20, 224, 225 ГПК РФ, судья определил заявление представителя ответчика Поповой, Максимова, Поповой, Мухаммедшина об отводе представительства судьи Савченковой оставить без удовлетворения. Присаживайтесь. Кроме того, на рассмотрение второго вопроса ставится опыт исправления опечатки допустимого определения об отводе судьи по поводу указания даты судебного заседания 30 марта 2014 года. Действительно, судебное заседание состоялось 20 марта 2014 года. Слушаю мнение. Уважаемый суд, во всех судах при ходатайстве судей дают определение. Я прошу сейчас выдать определение, вынесенное предыдущего суда. Там 2 или 3 отвода было. И сегодняшний. А после этого решать вопрос продолжения судебного заседания. Будут выданы вам после судебного заседания. Не возражаете против исправления отписки? Ответчик, я вас не спрашиваю пока. Ответчик? Нет. Мы не возражаем. Не возражаете. Суд позволяет подключать телефон для исправления отписки. Так, суд идет. Ну, а иначе потом будет назначено дело, по новой собираться. Да, зачем? мы сюда пришли, это что, нормально? Нормально? Заканчиваем. Нина Юрьевна, Да. вот давайте так сделаем. Надежда Шумкова, можно попросить? Вот вы сейчас пройдите Собиряновой, вот эти 2 документа и вот эти. Снимите по 3 экземпляра нам. Хорошо. Понятно, да? По 3 экземпляра вот это снимите. Вот там еще 2 пакета. Вот это. Фонарик. А мы дождем эти определенные. Я сейчас приведу. Ты получишь? Я получу. Хорошо. Саша останется здесь. Мы разберемся. Так, и это самое. Нина Юрьевна. Понятно, да? Да, поняла. Дальше нет смысла. Нет, я сейчас заявление сделаю. Я заявил о совершении преступления. Раз суд не реагирует, я попрошу разрешения сделать перерыв для того, чтобы я сейчас сходил в Следственный комитет и написал заявление в отношении себя. Ты сейчас придешь, что ли? Слушай, а если мы тоже пойдем и тебя напишем? Вы не участники процесса, вы только свидетели. Нет, вы только присутствуете. Вот, девчонки и Александр Семенович, можно разъяснить? Вот 1 марта 2011 года, Саша, вот Володя, Верховный суд Российской Федерации вынес определение. И оно опубликовано в российской газете. Вот знаете все. Значит, те, кто живет в муниципальных квартирах, установлены Верховным судом именем Российской Федерации, опубликовано в российской газете, это официально, что никто не имеет права, кто живет, вот как Нина Юрьевна, в муниципальном жилье, брать за текущий ремонт. Понятно? Да? А вот здесь вот она рассматривает, где достаточно большая сумма взыскана мировым судьей. И вот эта копия газеты и определение Верховного суда находится в материале дела. Не реагирует никто. Вот так. И вот когда мы были на опросе в прокуратуре с Ниной Юрьевной, там Ольга Черкес, ты знаешь, в прокуратуре Республики Рабова, вообще-то заслуживает внимания. На каком основании управляющие компании берут жителей муниципала за текущий ремонт? Потому что одно. Проверили, брать секундочку. Нет, это является собственником города, квартиры. И все остальное все собственностью. Да? Вот пришло сейчас свежее, мне опять Маруша, у меня тут вот эти
Тоже снимите копию Собянина. Вот такая ситуация. А? Обязан платить. Они потому и не Вы же названы сот- приватизацией. Приватизация это уже капиталистская получается. Уже собственность. Я просто такую информацию даю вам. Она обоснованная. Надо сразу писать заявление в прокуратуру и копию управляющей компании. Все замечательно. Что такая-то мне приходят платежки по оплате за текущий ремонт. Я живу в муниципальной квартире, и собственником является муниципалитет. Поэтому с меня не имеет права взыскивать. И требую решить вопрос взыскания этих денежных средств. И вот они имеют право брать. Наверное, вы-то люди просвещенные, я ведь не знаю, что такое. Не имеют. Общедомовое имущество не имеет права. Не имеет, не имеет. Нет. Вот по муниципальному. Муниципальному не имеет права. Не имеет. Они все туда втюхивают полностью. Оглашается определение суда 4 апреля 2014 года Ленинский район суд города Ижевска Удмуртской республики в составе председательствующего судьи Савченко и пресс-секретаря Камшиной, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Поповой на решение мирового судьи судебного участка номер 4 Ленинского района города Ижевска, установил определение судьи Ленинского района суда города Ижевска 4 апреля 2014 года отклонен отвод, заявленный Поповой ее представителями по доверенности. В мотивировочной части определения допущена описка в дате судебного заседания 30 марта 2014 года вместо 20 марта 2014 года. Судом в судебном заседании поставлен вопрос об исправлении описки. Попова и ее представители не возражали против исправления описки. Истец в судебное заседание не явился, извещен о дате о месте и времени судебного заседания. В соответствии с статьей 200 Гражданского процессуального кодекса суд счел возможным посмотреть дело при его отсутствии. В силу статьи 200 ГПК РФ суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки. Поскольку при вынесении определения 4 апреля допущены описки, а именно неверно указанную дату судебного заседания 30 марта 2014 года вместо 20 марта 2014 года, данные описки не влияют на существо принятого решения, суд полагает необходимым устранить допущенные описки в определении суда 4 апреля 2014 года. На основании изложенного, руководствуясь статьями 200, 224, 225 ГПК РФ, суд определил исправить описки в определении суда 4 апреля 2014 года в мотивировочной части, указав вместо даты судебного заседания 30 марта дату 20 марта 2014 года. На определение суда может быть подана частная жалоба в Верховный суд Удмуртской республики в течение 15 дней. Присаживайтесь. Данное определение вам будет выдано сейчас. Можете подойти и получить. Да, на суд. У меня последний ходатайство. Я, слышите, что я говорю? Данное определение об отводе, об исправлении описки вы можете получить немедленно. Подайте, пожалуйста, подойдите к столу. Распишитесь в получении. Да, я схожу, посмотрю. Мне нужно тоже получить. Вы сначала прочитайте, потом я соглашусь. Не так, сейчас согласите его. Не то писать надо. Нет, давайте я одну смотрю. О чем там? Это описка. Сегодня 4-й? 4-й. 04-й? Определение оба писки, буду писать оба писки. Буду писать и не сказать оба писки. Так, телефон прошу выключить. Сегодняшний дату скажите. Так она есть. Когда получили? Конечно, получите. По несколько, да? Ну, каждому.
Группа 4. Все расписывайте сюда. Вы не правильно что-то списать? Да. Одна копия. Отвод от 20 марта, определение 20 марта, одна копия речи полностью. Давайте готовить об отводе. Вы расписались за то, что держите определение? Это какие определения? А 4 апреля Это сегодня сколько было определений? определение получите, пожалуйста. Пожалуйста, побыстрее подходите к столу, получайте определение. Вот еще определение, вот расписка. Это что? Об отводе от сегодняшнего числа. А вот определение, уважаемый суд, потому что я завел на полиграф, и мне отказали в этом ходатайстве его. Я еще не все выдал, у меня еще одно определение. А его нет, этого определения, что мне отказано в ходатайстве. Что он говорит? Сейчас вам выдадут еще одно определение. Что не одно выдадут? Что вы там? Знаю, только зачитайте, что я не выполнила. Расписывайтесь, вы посмотрите потом. Так я должен знать, о чем расписываюсь. Расписывайтесь. Нет, Это судебный сначала документ. Расписывайтесь только за получение, больше ни за что. Если не согласны, вправе выражать несогласие. Вы еще поставьте, когда получили. А, тут стоит, да? Вот тут так ставьте. Значит, Так, определение, которое вы просили от 20 Мы его получать не будем? Это Там право их было сил. несколько определений, А, пожалуйста. по отводам? Напишите, что отказываетесь. Нет, почему? По отводам будет. Так, определение. По ходатайству.
переходе к суду первой инстанции. Нет, мы его получать не будем, сколько это право Ксении Владимировны не касаемся. Я так замечаю. Суд надо приехать. Вот по отводам. Так, почему тут об отводе, да. От 20 марта. Еще одно. Еще одно, да. Тут при остановлении производства дело заявляли ходатайство. А почему пишете 4-е-то? От 20 же марта определение было. Нет, вы неправильно написали. Пишите определение от 20 марта. 20 марта об отводе. Фамилия, роспись, сегодняшняя дата. Так, одно, да? Там представитель производства. Одно я это открыла. Одно. Так, подождите, там ведь не одно было определение-то. Еще определение от 20 марта. Так, о переходе. Это вы сказали, не будете получать. Потом вы заявляли... Вот. Вот, а там-то что? По приостановлению. Приостановление. Приостановление, да. Тогда вот... тоже 20 марта пишите, а 20 марта определение, потому что тут о приостановлении производства по делу, также роспись фамилии с инициалами, сегодняшняя дата. Тема определения. Это будет Ксения Владимировна. Об отказе составляется акт об отказе получения Уважаемый определения. суд, у нас ни у кого полномочия от Ксении Владимировны нет. Вы, участники процесса, вправе получить все определения, вынесенные по данному делу. Составляется акт, прошу составить акт о отказе в получении определения 20 марта. Мы не отказываемся. У нас полномочия. У нас полномочий нет. Это определение процессуальное, оно вынесено в судебном заседании. Любой участник процесса, вы об этом ходатайствовали в судебном заседании, вправе получить данное определение. Уважаемый суд, мы заявляем ходатайство получения этого определения. Мы говорим, что его не может быть. Мы его считаем, что его нет. Уважаемый суд, у меня ходатайство есть. Уважаемый суд, у меня есть ходатайство, прошу его рассмотреть. Уважаемый суд, создалась в судебном заседании неопределенность, согласно которого мое положение Ксении Владимировны обозначено судом в том положении, что мы заявили недоверие отвод суду. Кроме того, я заявил в интересах правосудия о совершении судьей преступления, притом двух. И дальнейшего мне совесть не позволит дальше участвовать в деле. Я не могу Ксению Владимировну подвести, потому что я 3 раза заявлял об обязательном участии ответчика. Она должна определиться сама во всех вещах, все, что было 20 марта и сегодняшний день. Поэтому я считаю, дальнейшее судебное заседание не может продолжаться. И мое участие без участия ответчика также недопустимо. Поэтому я прошу судебное заседание отложить и решить вопрос об извещении ответчика о дате следующего заседания. А сегодня прекратить, отложить. Поддерживаете ходатайство? Да, поддерживаю. Суд определяет отказывать удовлетворение ходатайства ввиду отсутствия процессуальных оснований. Переходим к рассмотрению жалобы по существу. Тогда, уважаемый суд, разрешите
Так, срок. покинуть зал судебного заседания в связи с тем, что я нахожусь в противоречиях, официальном противоречии. Я просил направить материалы для производства в уголовном порядке прокурору Ленинского района. Суд, видимо, признает факт правонарушений, и при этих случаях я не могу позволить себе быть вместе в том положении по отношению к Ксении Владимировне и то, что совершила правонарушение. Я не могу быть соучастником правонарушений, которые совершила в отношении граждан по данному делу федеральный судья Савченкова Ирина Владимировна. Прошу меня освободить от участия. Если вы не желаете участвовать Нет, в я процессе, вы вправе его покинуть. Я не покидаю, я прошу меня освободить, потому что я не могу быть Это соучастником. право лица участвовать либо не участвовать в процессе. Соучастником Если вы решили покинуть преступления? зал судебного заседания, Да. вы можете это сделать. Я тоже заявляю о том, что я даже пытался значит, направить свое участие на полиграф, чтобы полиграф определил, кто из нас, в общем-то, нарушает закон, или Максима говорит неправду, или суд в данном случае нарушает закон. Поэтому я тоже покидаю судебное заседание. На основании того, что я не могу дальше способствовать суду нарушать закон. Я без своих представителей тоже не буду находиться в суде. Потому что я только со своим представителем, так как я плохо слышу и вижу, не знаю. Что это? До свидания. Слушаю. До свидания.